Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года для овнов. Посмотрим, что эта неделя обещает. Основные энергии недели для овнов. Карта Шут. Неожиданности продолжаются. Это у нас отношения. Так, все у меня кверх ногами почему-то выпадает. Отношения, работа. Работа, финансы. Так, ну и достанем совет тоже здесь же. Теперь дополнительно хочу из колоды Ленорман достать. Так, 3 на отношения, 3 на работу, и 2 на финансы. Итак, основные энергии недели Шут. Карта говорит о том, что будет много неожиданностей. Все, что происходит, оно будет очень удивлять. И это будет происходить прямо в моменте. Да? То есть совершенно не ждем. И тут вдруг что-то такое вот узнаем. Или что-то происходит резкое в нашей жизни. Это может касаться абсолютно сфер любых. Ну и также карта говорит о том, что, может быть, у нас эта неделя будет свободная. То есть в свободное время делаем, что хотим, делаем, что нравится, веселимся, развиваемся. В общем, карта такой свободы. То есть либо это будет свобода, либо это будут неожиданные обстоятельства, либо и то сразу вместе. Теперь отношения. 9 мечей. Карта говорит о том, что в отношениях сложности. Скорее всего, очень много общения, очень много, может быть, времени вместе проводим. Из-за этого может быть как бы такая передозировка общения, близости, передозировка, может быть, каких-то споров, конфликтов и нерешенных каких-то ситуаций, и все это уже начинает надоедать, да. Ну вот карта говорит о том, что немножко надо потерпеть, и уже в ближайшее время тут ситуация должна смениться. 9 мечей – это Марс в Водолее. Это как раз вот очень похоже на то, что у нас главная карта говорит о том, что вот та ситуация, которая сложилась сейчас, слишком много свободного времени, оно как бы уже порождает такую агрессию, да, то есть эту энергию нужно направить в деятельность, а не в отношения. Тогда здесь не будет такого количества негатива, конфликтов и так далее. Для тех, кто не в паре еще, выпадает дополнительно карта перекресток из Ленорман. И здесь у нас, ну, пока что здесь нет изменений особых, либо, может быть, какие-то создаются предпосылки, да, какие-то, может быть, возможности приходят, но пока еще не ясно, будете вы с этими людьми отношения развивать дальше или не будете. Вообще, эта карта у нас связана с выбором, с каким-то решением. Может быть, у вас будет знакомство с человеком, с которым вы какие-то общие дела тут затеваете, либо обучаетесь, да, вот может быть такое знакомство, но непонятно, чем оно закончится. То есть может закончиться почти сразу, как начнется, а может быть и нет, то есть от вас зависит. Для тех, у кого пара, здесь выпадает клевер, дополнительная карта к основной. И карта говорит о том, что вот несмотря на то, что вот сложности в общении, будет какая-то удача для вас обоих на этой неделе. Клевер – это карта, которая вообще связана с удачей, подарками, неожиданными подарками от судьбы, когда у нас какая-то ситуация сложная, и потом вдруг раз и неожиданно происходит какое-то событие, вмешиваются какие-то люди или что-то такое происходит, что все оборачивается нам на благо. Кроме того, клевер – это у нас вообще удача,
знаете, такая вот в мелочах, да, когда мы чувствуем счастье, когда мы чувствуем радость, может быть, от того, что мы вместе со своими близкими людьми. То есть как бы тут такая противоречивая может быть обстановка. То нам хорошо, то нам тяжело, да, то нам как бы радостно от того, что мы рядом с близким человеком столько времени проводим, то слишком уж это начинает как-то доставать. Но в любом случае здесь какие-то могут быть какие-то положительные результаты в каких-то вот делах, которые вас уже порядком достали, скажем так. Для тех, кто в ссоре, выпадает карта ключ, то есть есть возможность помириться. Если это вам уже не нужно, то тогда лучше закрывайте отношения. То есть если действительно понимаете, что слишком сложные отношения и уже просто нет сил на то, чтобы как-то их выравнивать, лучше вообще их прекратить. Но если у вас все-таки получится договориться, и это ваш человек, то как раз вот наоборот есть возможность повлиять. То есть есть возможность помириться, и дальше вот уже отношения выйдут на новый уровень, на совершенно лучший. Вообще карта ключа, она очень хорошая. Это ответы на все ваши вопросы. Допустим, ваш партнер может как раз вот вам дать ответ, который вы от него ждете. Либо здесь решение проблемы, либо успех, либо какое-то, знаете, событие очень такое яркое, значимое происходит. Тем более у нас здесь вот карта шута, да, может быть, вы тут чему-то даже очень сильно удивитесь. Так, что еще здесь может быть? Ну, знаете, какое-то вот вмешательство судьбы в ваши отношения, да, вот как судьба решит, так и лучше для вас. То есть, если не получается ничего при всех ваших попытках, то лучше и не нужно. Работа. Для работы выпадает Овном на эту неделю Верховная Жрица, карта выбора и карта, связанная с домом. Может быть работа из дома, да, может быть есть возможность дополнительного какого-то, дополнительной работы, второй работы, да, то есть сразу в двух направлениях что-то делаете или учитесь и работаете. Также карта связана с голосом, может быть, работаете вот именно по интернету, да, через какие-то сообщения, видео и так далее. А также карта связана с творчеством. Может быть, для кого-то это будет возможность просто побыть в отпуске, заняться любимыми делами, заняться обучением тому, что вы давно хотели, чему хотели научиться, повышение тут как-то своего профессионализма, может быть, можно заняться эзотерикой, кто этим интересуется, астрологией и так далее, и так далее. То есть здесь вот будет очень вам интересно этим заниматься. Для тех, кто в поиске работы, выпадает карта змея. Здесь, конечно же, трудности, да, может быть, даже и те договоренности, которые были ранее, они могут отмениться. И, конечно же, вы можете тут быть разочарованы. Либо, знаете, кто-то может вами манипулировать. Допустим, предложить какую-то такую работу, которая вам как бы не подходит, а вы вынуждены согласиться, потому что вам, допустим, нужны деньги. Но и также карта говорит о том, что может быть какая-то непредсказуемая ситуация у вас в деятельности. Опять же, вот с главной картой шута здесь как бы идет соединение. Для тех, кто работает, тоже карта Луны выпадает, скорее всего, вы на эмоциях, скорее всего, работа дома, тем более вот у нас как бы две домашние карты, связанные с Луной. А может быть, это и отдых, да, когда мы с семьей находимся, когда мы реализуем, может быть, свои какие-то творческие идеи, замыслы, когда мы просто отдыхаем в кругу семьи, вкусная еда и какие-то у нас ну, как бы интересы, да, и по интересам деятельность. Но, скорее всего, здесь откладываются какие-то важные процессы, важные дела, и приходится ждать. Здесь у нас растущая Луна, поэтому это не очень быстро закончится состояние, да, но нужно набраться терпения. В любом случае здесь, видимо, время нужно для того, чтобы ли вам отдохнуть, набраться сил. Может быть, это хорошее время для того, чтобы побыть с семьей, решить какие-то проблемы, связанные с отношениями. Может быть, заняться творчеством, обучением, открыть какие-то для себя ранее для вас закрытые вопросы, да, потому что, может, не было времени, не было возможности и так далее. Также здесь вот карта связана с едой, напитками, да, вот как бы можно вот как бы в таком вот, как это называется, ну, в общем, очень комфортном состоянии провести время, да, то есть можно и работать, и при этом получать удовольствие, удовлетворение.
Для тех, у кого свое дело, карта букет выпадает, и это, в принципе, очень хороший знак. Это какие-то счастливые времена для вас. Это может быть какое-то или исполнение какого-то вашего желания, или вот общее какое-то благополучие, то есть дела хорошо должны идти. А может быть, вот если у вас все не ладилось, то вот на этой неделе вдруг начнет получаться, да, тем более вот здесь вот какие-то неожиданные новости приходят, события. Это также карта вот успокоения такого в эмоциях. Допустим, раньше были страхи, переживания, здесь уже идет улучшение. Кроме того, сфера красоты, сфера денег, сфера, связанная с едой тоже, да, вот эти сферы тоже будут процветать для тех, кто вот в этом занят. Для финансов выпадает туз жезлов. Карта говорит о том, что в финансах какие-то новые возможности будут приходить. И, кстати, если, допустим, вы боитесь что-то новое начинать, то вот вся неделя вам просто как бы кричит о том, чтобы вы хватались за эту возможность. Тем более, что вы прям будете очень хотеть что-то в финансах поменять, либо какой-то проект осуществить, либо, может быть, выгодно вложить куда-то деньги, либо какую-то покупку, продажу осуществить. И вот если вот очень сильно что-то хочется, конечно, нужно как-то мудро на все на это посмотреть, все взвесить. Но вот если это действительно вот то, что нужно, не откладывайте. На этой неделе нужно осуществлять вот этот как бы первый шаг. То есть не только идея должна прийти, но еще нужно начать ее осуществлять, хоть что-то начать делать для того, чтобы это реализовывалось. Кроме того, какой-то новый источник дохода может открыться на этой неделе у овнов. Причем это вот сама судьба вам дает. Это не то, что вы там раньше когда-то задумали, да. Это вот просто под обстоятельствами, новое стечение обстоятельств, новые возможности для вас в деньгах открываются. Для тех, кто работает, выпадает карта крест. Возможно, на этой неделе еще денег и не заработаете, да, но возможности у вас есть. Это, скорее всего, в ближайшее время произойдет. Для тех, кто своим делом занят, своим делом зарабатывает, выпадает карта мыши. Могут быть, конечно, потери некоторые, может быть, придется очень много потрудиться для того, чтобы заработать, а может быть, вам нужно будет работать сразу как бы и в старом направлении, и новое что-то начинать в финансах, поэтому будет нелегко. Вообще карта мыши – это всегда карта коллективная, то есть нужно обязательно в сотрудничестве с кем-то стараться зарабатывать деньги, и может быть здесь вот очень хорошо через интернет это проходит обычно. Мыши – это вот зарабатывание денег в сложные времена. Может быть, конечно, какая-то потеря, может быть, очень много работы, может быть, какая-то растерянность даже, или усталость, или раздражение, но при этом вы не забывайте о том, что нужно все-таки двигаться, нужно новое что-то начинать, потому что, скорее всего, в финансах какие-то одни источники закрываются, другие открываются, поэтому вот нужно обязательно на это реагировать. И совет, для совета выпадает дама мечей. Карта говорит о том, что нужно вот доверять себе, доверять своей интуиции и точно знать, чего вы хотите. Если на этой неделе у вас нет плана, если нет цели, то вы вполне возможно ничего хорошего и не сделаете, не добьетесь ничего ни в отношениях, ни в работе, ни в финансах. Поэтому вот нужно быстро реагировать, нужно очень разумно подходить и слушать себя. Если нужно обращаться к юристам, да, если нужно обращаться к закону, либо к людям, которые могут какую-то ваш вопрос, вашу проблему решить, это нужно делать. То есть не нужно на себя только положиться, потому что не всегда это можно... не всегда сам человек может решить вопросы свои. То есть здесь вот нужно выполнять договорные обязательства, либо заключать новые какие-то договоры, если это необходимо. В общем, все, что связано с судами, заключением новых договоров, с консультациями, в общем, коммуникациями с разными людьми, это все очень хорошо и положительно будет для овнов. Но самое главное, это должно быть понятно, для чего вы делаете. Да? У вас должна быть цель, должен
должен быть план и обязательно действовать по справедливости, честно, по закону. Если вы будете уходить от закона, будут потери и, может быть, даже вообще будет какой-то запрет для вас, либо потеря очень такая значительная. Друзья, желаю вам прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.